Парламентарии Коми приняли поправки в бюджет. Дополнительные 4 миллиарда рублей направят на развитие экономики, поддержку населения и бизнеса в непростых условиях санкционного давления. Ольга Коняева знает детали. Несмотря на санкции, «Газпром-Трансгаз Ухта» продолжает стабильно работать. Это главный посыл от генерального директора предприятия на ежегодной пресс-конференции. В ближайшие 5 лет по программе газификации региона планируется беспрецедентная сумма – 25 миллиардов рублей. Уже в этом году в эксплуатацию ведут объекты газификации Сыктывкарского промузла, поселка Каджиром под Печорой и Воркутинской тепловой электростанции. Продолжается социальная поддержка республики. С 2008-го в самых разных уголках Коми на средства компании построено и отремонтировано 74 объекта – здравоохранения, образования, культуры и спорта. Социальную миссию и развитие компания не планирует сворачивать. Построено более 300 километров газопровода и единой комплексной станции. Всего у нас сейчас за этот год должно было ввестись 10 комплексных станций. Да, вот мы перевели, 8 вот сейчас в этом году идем. Они готовы, они построены. Вот, скажем так, там остались детали, штрихи. То есть мы готовы к транспорту газа, если у нас будет команда по запуску Северного потока-2, то завтра мы заполним. Он сейчас заполнен газом, полностью находится под давлением, 100 килограмм, то есть никаких проблем нет. Давление Запада, кажется, никак не повлияло на работу крупнейшего лесозаготовителя региона. Хотя ограничений немало. Лузалес работает с 1999 года. Производство полного цикла. Лесозаготовка, вывоз продукции, глубокая переработка и реализация. Объемы поставок своего товара постоянно растут как на внутренний рынок, так и за границу. Компания пережила не один мировой кризис и санкции. Мы не то, что их не ощущаем, мы в принципе к ним готовы, потому что это и есть издержки производства. Поэтому компания «Лузалес» готова на сегодняшний день на 100% выполнять поставленные задачи. Мы идем в соответствии с планом, даже перевыполняем некоторые наши планы и показатели. Главное, что есть у предприятия – это люди, говорит лесозаготовитель. Сейчас около 2300 человек. Штат компании постоянно растет, как и зарплата. С апреля снова повысили на 15%. Для людей же и новые проекты. Предприятие возводит в столичном поселке Верхний Чов детский сад. Он будет встроен в первый этаж нового жилого дома. Там же планируется частная школа для одаренных детей. Думаю, в ближайшие 5 лет здесь появится один из самых современных микрорайонов города Сыктывкара. Здесь будет все, скажем так, опережать время, в котором мы живем. Птицефабрика «Зеленецкая» с каждым годом повышает свой запас прочности. Теперь свои комбикорма. Уже произвели первые 15 тонн. Современный автоматизированный комплекс запустить в полную силу планируют в этом году. Пока есть небольшие трудности с покупкой комплектующих для оборудования. Сейчас идут пусконаладочные работы. Элеватор загружен пшеницей и кукурузой. Запасов хватит до конца года. Новое производство – это экономия на покупке готовых кормов, резервный запас на 1,5 года и независимость от колебаний цен. В этот сложный период мы работаем стабильно. Предприятие работает в соответствии с технологического графика. То есть все, что намечено, мы все делаем. Производим продукцию в полном объеме. Кроме этого, мы на той неделе ввели в эксплуатацию птичник на Сыктывкарском подразделении. Заселили его, 59 тысяч птиц посадили. Так что скоро с этого птичника уже пойдет продукция. В ассортименте больше 400 позиций. Продукцию реализуют во всех муниципалитетах Коми. Есть магазины в Кирове и Санкт-Петербурге. В цехах крупнейшего аграрного предприятия трудятся 1500 человек. Сохранить рабочие места – один из приоритетов сегодня. Мы производим продукцию каждый день, мы работаем. Предприятие развивается за счет собственных средств. Важно покрыть расходы, при этом удержать покупателя качеством и поддержать адекватной ценой. Наши возможности произвести 20 тысяч тонн мяса птицы в живом весе по году, 8,5 тысяч тонн мяса свинины. И, вот, кстати, можно сказать, что свинокомплекс строился, в 1975 году был введенный, мощность его была 2500 тонн всего лишь. А сегодня мы на тех же самых площадях производим 8500 тонн. Ну и 100 миллионов яйца по году производства. Впрочем, продукция от своих производителей и так популярна у потребителей Коми, заявляют представители федеральных сетей, с которыми республика сотрудничает с 2012 года.
Через российских сетевиков реализуется 5-я часть произведенного в регионе. И объем нашей продукции на полках растет. В основном это мясо, молочка, хлеб. Себестоимость северного производства выше, но к своим и доверие больше. Цена, качество и объем. Вот 3 кита, на которые мы смотрим для того, чтобы товар появился на полке. Мы отдаем предпочтение местным товаропроизводителям, товарам с короткими сроками годности, и еще и потому, что местные покупатели знают эти товары. Поэтому местное молоко, местное масло, творог, хлеб, определенные марки там хлеба, ну еще какие-то там птицы и так далее. Мы знаем, что люди знают и будут покупать, даже если оно чуть дороже. По сравнению с другими регионами наш продукт представлен достаточно в сетевых магазинах. К примеру, одна крупная сеть сотрудничает с 30 нашими производителями. В магазинах разных районов товар может отличаться – местных фермеров или пекарен. В новых реалиях тем, кто уже работает максимально, идут навстречу. В сегодняшних условиях мы готовы идти на встречу поставщику в части их исполнения договора. Да? Потому что мы сейчас понимаем, что, например, если берем хлеб, то половина закупок, которые они там осуществляли за рубежом, они сейчас логистические цепочки разрушены. Да? И, соответственно, мы не применяем штрафные санкции к тем поставщикам, с которыми мы работаем. Мы уменьшаем те штрафы, которые уже предусмотрены. Повышение урожайности, ликвидация последствий нефтеразливов, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Со всем этим Коми сегодня тоже может справиться самостоятельно благодаря разработкам ученых. Работа в институтах Коми научного центра не прекращается ни на минуту. Непростая обстановка в мире и санкции не помеха исследованиям. Например, наша гордость – биогеосорбент для рекультивации почв и воды. Продукт прошел все стадии от идеи до внедрения. С 2016 года его применяют для рекультивации нефтезагрязненных территорий. Здесь все российское, то есть мы не привязываемся к каким-либо реактивам или там продуктам, которые поставляются из-за рубежа. Так, например, вот песочек, да, глауконитовый песок, мы приобретаем в Тамбовской области, Бондарское месторождение. Но могу сразу сказать, вот это глауконитовый песок, он также есть и в республике Коми. А это микроводоросли. Суспензии из них нашего производства – полноценная замена дорогостоящим иностранным реагентам для очистки сточных вод. Технология уже применяется на очистных сооружениях в столице Коми. Станция очищает не только сточные воды, образующиеся от производства бумаги на лесопромышленном комбинате, но и 100% хозяйственно-бытовых стоков Сыктывкара, Эжвинского района, села Зеленец, Выльгарта и близлежащих промышленных предприятий. У них была задача, значит, очистить воду от фенолов, и мы добились результата от 75 до 94%. Вообще микроводоросли, это очень интересный объект, который используется повсеместно как в сельском хозяйстве, так и в экологической биотехнологии, так и в производстве, например, авиационного топлива. В лаборатории исследуют возможность получения пользы и из отходов производства. Например, для сельского хозяйства можно использовать кофейную шелуху. Ее в большом объеме может предоставить, опять же, местная компания по обжарке кофе. Объектом изучения стала кородревесная смесь. Большая свалка из этих отходов образовалась в местечке Лесозавод Сыктывкара. Биотехнологи пришли к выводу, что смесь не токсична и может быть использована как вторсырье, например, в составе биосорбента. Многое может зависеть от тяжести загрязнения. При условии, что все технологические этапы были соблюдены и работа ведется верно и контролируемо, я думаю, за месяц можно получить потрясающие результаты чистки до 90%. Есть задел в направлениях экологической биотехнологии и сельского хозяйства. Это различные технологии на основе местного сырья. И это только одна лаборатория Института биологии. Научный комплекс Республики Коми – один из самых развитых среди регионов России. Проводимые в институтах Коми научного центра фундаментальные и прикладные исследования служат основой инновационного развития. В первую очередь в природно-ресурсных отраслях хозяйства. Перспективы большие. Ученые призывают к сотрудничеству бизнес. Им есть что предложить. Многое исследовано и практически доведено до ума. Можно запускать в производство.